Правда ли, справедлива ли версия о том, что у вас сложились, а точнее не сложились отношения с Владимиром Путиным, и правда ли это? Вы знаете, я и с Борисом Николаевичем был, и с Владимиром Путиным был. И с Владимиром Николаевичем у меня не все просто было, и с Владимиром Путиным было все. Почему? Потому что в Кремле испокон веков сложилась политика на Кавказе. Отчасти я согласен с этой политикой, отчасти был не согласен. Но когда становишься президентами, есть другие отношения. Потому что Владимир Владимирович, и, конечно, интересы Российской Федерации, я понимаю его, в мире. А я интересы Ингушетии внутри Российской Федерации. Ну, возможность вашего возвращения в руководитель Ингушетии никогда не обсуждалась. Ну, насколько я информацию получаю, что нежелательно, чтобы я был там слишком самостоятельно. И вот как-то на все время. При Сталине была своя политика, вплоть до депортации целых народов. И вторая, там, доверяет. Одних назвали форпостом России на Кавказе, других неблагонадежными, одних ссылали, других заселяли в дома. Там целая каша, которая произошла. Если бы вас назначили, вы отвечали бы, по логике вещей, перед кем? Перед народом, на который вас поставили властвовать, или перед людьми, которые назначили? Перед республикой. Перед народом республики. То есть вы заранее подписываетесь, что вы не назначаемый человек? Нет, я нет. Назначаемость – это неправильно. Это неэффективно, неправильно и не соответствует духу Конституции Российской Федерации. Как вы относитесь к лозунгу «Хватит кормить Кавказ»? Я понимаю так, если бы хватит кормить Кавказ, если бы у нас министр финансов был с Кавказа, президент правительства России был с Кавказа, председатель правительства был бы с Кавказа. Вот все с Кавказа сидят, хватит кормить. С Кавказа там вообще никого нет. В 92 году, когда события были в Северной Осетии. Я прекрасно видел, что удар, главное, идет на Чечню. Но не могут разъединять там конфликт, который был в приготовлении Северной Осетии, там градом, самоходной артиллерией, как человек профессиональный военный. И там министр обороны Грачев, я ему сказал: Павел Сергеевич, откуда такую колонну-то? Он говорит: ну ничего, там сейчас разберемся. Тогда, в 92 году еще. Поэтому задача была решить этих, вот этой в горячей ситуации, чтобы жители Ингушетии не пострадали. Вот как вообще можно трактовать решение парламента Чечни о том, что Сунжинский район все-таки должен... Решение парламента Чеченской Республики не соответствует Конституции Российской Федерации. Для меня главный вопрос не то, что там парламент Чеченской Республики принял, а почему Кремль молчит? Чечня, Ингушетия, братские народы. Мы всегда договоримся. В этом, когда идет разговор о границах между Чечней и Ингушетией, я всегда это понимаю, что где-то там волнуется третья сторона. Или она в федеральном центре кто-то сидит, или справа, или слева. Сколько не помню себя, идет разговор о объединении Чечни с Ингушетией. Вот все время. Вот надо объединить, надо объединить, надо объединить. Да что вы... Да мы сами разберемся. Объединяться нам или стрелять. Может, объединимся. Может, мы будем жить в войнавском кондоминиуме. Может, мы там еще что-то сделаем. Но сегодня дайте пожить двум республикам, хотя бы встать на ноги. А вот сейчас вот фактически были сняты юридические претензии к пригородному району. Там не сформировали муниципалитеты. То есть фактически Ингушетия не стала в районе, который объявляет своим, формировать собственные структуры власти. Добровольно отказалась. Я хотел, во-первых, спросить, что вы об этом думаете? Вы знаете, да, историю? В 1944 году депортировали чеченцев, ингушей, и пригородный район передали в Северной Осетии, и там всю республику Чечен-Ингушетию раздали по соседям. До 1934 года столица Ингушской автономной области был правый берег Владикавказа. Это незаконный акт, который признало вся международное сообщество. В 1989 году съезд народных депутатов СССР. Съезд народных депутатов Российской Федерации уже при Ельцине. Все акты говорят, что депортация чеченцев, ингушей была незаконна. И та часть пригородного района, которая была отдана в Северной Осетии, это незаконный акт. Поэтому ингуши ставят вопрос: раз все сказано, что это все незаконно, ну тогда давайте вернем законность. И надо понимать, что никогда ингуши не согласятся с тем, что вот так с ними поступили, и что какую-то часть им отдали. Если народ скажет: Руслан, вперед, как я всегда ему говорил своему народу, да любой так должен говорить, я пойду вперед. Выборная кампания в двух словах. Просто Ингушетия вперед. И мы никуда не отступим. Я Руслан Аушев. Удачи.